наша компания мы создали в 2018 году. По идее, мы с 2015 года мы работаем, занимаемся тем, что мы производим 3D-модели и размещаем их на площадках за рубежом. Вот. И основная наша деятельность – это вывод проектов на Kickstarter. Это мировая краудфандинговая площадка, где идут сбор средств на различные проекты. За этот период мы успешно реализовали 3 проекта на Kickstarter, поднимали от 170 до 450% от запрашиваемой суммы. Вот. Сейчас у нас будет 15 июля будет глобальный старт нашего проекта настольной игры Момент Тодус. Это вот мы ее делали 4 года. С грехом пополам затратили очень большое количество ресурсов. Вот. Это будет наш основной проект, на котором мы выйдем в мир. Вот. И постепенно, параллельно мы занимаемся производством миниатюрок и занимаемся экспортом. В данный момент мы охватили примерно 24 страны экспорта. И мы экспортируем вот такие маленькие же фигурки. Вот. И, естественно, мы благодаря центру экспорта они нам открыли новые каналы сбыта продукции. Рос у нас и шел очень активно. Вот. И мы сейчас его активно развиваем. Обратились мы недавно в фонд поддержки предпринимательства для получения микрозайма для расширения нашего производства. Вот. У нас буквально до спецоперации был безумный же рост продаж, и мы сейчас эти продажи приостановили, потому что наша производственная линия, мы не успеваем с таким наплывом продаж. Вот. И в целом, благодаря институтам поддержки бизнеса, предпринимательства и экономики у нас идет такое, мы получаем эти данные средства, вот, и будем расширять производство, закупать 3D-принтеры, оборудование дополнительное и материалы, естественно, будем удовлетворять наших клиентов за рубежом. 99% нашей продукции уходит за рубеж, 55% из этого числа это США, а остальные 44% это в основном Европа и Азия. Ну, сложности это в основном из-за введенных санкций. И санкции ввели еще и для обычных мелких предпринимателей, вроде нас, блокируют счета, особенно PayPal, особенно эти международные платежные системы. Мы выходим к тем, что мы открываем свои компании за рубежом, чтобы они принимали от нас, от наших клиентов платежи, и деньги мы переводили сюда. Вот. Ну, естественно, сейчас пока некоторые основные банки попали под санкциями, особенно отключили у них SWIFT, но осталось еще 2-3 банка, с которыми мы сотрудничаем, и через них мы экспортируем деньги в Россию, вот, так скажем. Ну, спецоперации, мы надеемся, это будет такой короткий период в жизни России, нашей страны, и надеемся, что оно скоро закончится, но если даже она не закончится и будут новые спецоперации, мы будем двигаться же вперед, вот, будем у нас развивать новые проекты. Данный проект у нас выйдет 15 июля уже на американский рынок и будет активно продаваться, и будет сбор средств. А после этого, если у нас пройдет все успешно, мы будем делать уже новые игры, и их создавать и снова также вводить в мир. Почему именно мы выбрали настольные игры? Настольные игры сейчас идут в тренде очень сильным и бьют рекорды по всем сборам именно на краудфандинге. Вот. Мы, оказывается, можем делать качественные игры. У нас очень сильные 3D-дизайнеры у нас в Якутии, очень сильные художники, мы можем их создавать. Почему мы не ушли в компьютерные игры? В компьютерные игры вообще IT-отрасль бурно развивается очень сильно. Вот, когда команда год или 2 года они делают какую-то игру, вышла новая, допустим, версия Unreal 4, там, да, скажем, или какого-нибудь нового движка, графика шагнула вперед, естественно, они уже опоздали, и они сейчас
все игры меняют на новый движок и пытаются сделать лучше типографику. У нас, вот видите, коробка, игрушки, ну и какая-то определенная механика игры, они меняются 100 лет, скажем. И, соответственно, мы можем делать игры по 2, по 3 года, скажем. И, естественно, сама вот игра актуальность не потеряет. Да, вот игра очень уникальная. Во-первых, сама механика игры очень уникальная. Такого в мире еще не было. Это коллективная игра, где от 4 до 6 человек может в нее играть и совместными усилиями победить саму игру. Тут игра идет против игры. Эту игру нам сделали в Санкт-Петербурге опытные инженера и механики. Все правила сделали. И мы на основе их тех заданий уже сделали визуальную часть. Идея в том, что в древности, скажем, эти мамонты, носороги, там эти шерстистые, да, пещерные медведи, они были разумные. Ну, как бы это фэнтези-игра. Но случился катаклизм, и, естественно, они начали деградировать. То есть терять свой разум, свою магию они начали терять. И появился еще новый вид животных. Это люди. И они начали... задача мамонтов объединиться с волками и другими животными, и, бегая по карте, искать артефакты. И с помощью этих артефактов они будут строить портал, чтобы спастись отсюда. Карта — это... делают имитацию карту Якутии. Нужно бегать по всей вот Якутии, по всем этим районам и искать уникальные вещи, артефакты. И, естественно, с каждым все ходом все сложнее становится. Это игра, которая вам поможет психологически выявить, кто ваши друзья по жизни. Вот. И, естественно, идет коллективная вот игра на взаимовыручку, на помощь друг другу и объединение. Мы ее показали всем иностранным экспертам, очень популярным американским же блогерам. Они сказали, это будет очень уникальная игра. Вот. Почему? Потому что, во-первых, новая история, новая вселенная, скажем, да, и вот про мамонтов. Ну и, естественно, это эпоха каменного века, да, скажем. А то обычно это какие-то либо «Звездные войны», либо «Терминаторы», либо «Вампиры», либо там, ну, типа эльфы, орки, одно и то же всегда, скажем, у настольных игр. А тут что-то новое, новая вселенная. Плюс мы первая команда из Сибири, из Якутии, кто вышла именно на Kickstarter. Естественно, это искушенной публике мы можем что-то предложить, что-то новое, уникальное.